С 23 по 25 февраля в столице Бельгии, Брюсселе, проходила 9-я международная конференция по Тибету. На встрече, в которой приняли участие более 170 человек из 47 стран, от имени уйгуров присутствовал Далкун Иса, президент Всемирного уйгурского конгресса, поднявший вопрос о геноциде уйгуров. По словам господина Исы, он встречался с премьер-министром тибетского правительства в изгнании, членами парламента и лидерами многих международных организаций, поддерживающих Тибет, и имел возможность поговорить об уйгурском вопросе и будущем сотрудничестве. Преследование уйгуров стало особой темой симпозиума тюркского мира, проходившего в Денизли. Так, тюркские республики Центральной Азии, которые на протяжении многих лет поддерживали тесное сотрудничество, дружбу и торгово-экономические связи с Китаем, стали на сторону Китая в вопросе преследования уйгуров и не отреагировали на геноцид уйгуров. Известный тюрколог и заслуженный профессор Ахмед Эрджиласун подчеркнул, что Китай представляет серьезную угрозу для тюркского мира. Если тюркский мир не остановит геноцид уйгуров, с подобной ситуацией столкнутся и другие тюркские народы в Центральной Азии. Китай ускорил культурный геноцид в Восточном Туркестане. Так, древняя мечеть в Восточном Туркестане превращена в светский музей. В китайских социальных сетях, за которыми следила команда QHA, опубликовано видео мечети в Восточном Туркестане, которую переделали в центр культурных выставок. На кадрах видно, что мечеть превращена в музей, в который были помещены сундуки и другие предметы, отражающие китайскую культуру. В то время как миллионы турок-мусульман подверглись геноциду в оккупированном Китаем Восточном Туркестане, другие страны, которые являются братьями по крови и религии, продолжают развивать сотрудничество с Пекином. Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Джапаров отправится в Восточный Туркестан 29 февраля, чтобы провести переговоры по железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Железная дорога, которая будет построена в рамках китайского проекта «Один пояс, один путь», является проявлением стремления Китая распространить эксплуатацию ресурсов в Восточном Туркестане на всю туркестанскую географию. Поглощения компаний китайскими инвесторами в Европе в прошлом году упали до самого низкого уровня с 2012 года. Аудиторско-консалтинговая компания представила отчет «Китайские инвестиции в Германию и Европу за 2023 год». Соответственно, число китайских корпоративных покупателей в Европе неуклонно сокращается. Количество приобретений китайскими компаниями в Европе сократилось со 139 в 2022 году до 119 в 2023 году. Бывший министр иностранных дел Китая Чин Ган, который был отстранен от должности после своего исчезновения в Китае, в прошлом году подал в отставку со своего поста члена Всекитайского собрания народных представителей. Следует отметить, что Чин Ган ушел с отставкой, а не с формулировкой отстранения от должности или понижения в должности. Китайский чиновник был уволен без каких-либо оснований 25 июля 2023 года после исчезновения 25 июня 2023 года. Уголовное преследование в отношении бывшего министра пока не возбуждено.